Сучасны стан и перспективы развития сетки гидрометеорологичных назираний. Так само узаемодействие служб мерковали в Бресте метеорологи Брестской и Гродненской областей. У тем, что у природы няма дрэннага надворья, упомнилась и наш корреспондент Катерина Страха. Беларусь стаяла ля вытокаў стварэння сусветнай метэаралагічнай арганізацыі. Зараз у яе ўваходзяць 198 краін, якія абменьваюцца інфармацыяй паміж сабой бясплатна. Сёлета гидрометеорологичной службе нашей краины исполнится 90 годов. Существует 3 международных центра, куда стекается вся информация. Это Вашингтон, Мельбурн и Москва. Там можно получить всю информацию от Южного до Северного полюса. Мы ее имеем. Хорошо люди сработали в этом году, но впереди новые вершины, пытаемся им достигнуть, рассказать и показать. Падчас нарады семинара по обмену опытом начальники и галоўныя специалисты метеостанций Брэшчыны и Гродзеншчыны абмеркавалі сучасны стан и шляхи паляпшэння якасці гидрометеорологичного забеспячэння и назіранняў. Бо значна узросшыя за апошнія гады маштабы надзвычайна небяспечных природных з'яў прымушаюць метеоролагаў актыўна укараняць у сваю працу сучасныя тэхналогіі. Одна з таких – прагназіраванне пры дапамозе лічбавага мадэліравання. Любую погоду можно предсказать с помощью формул. К сожалению, не все в этой формуле нам известно, поэтому и прогноз погоды стопроцентным не бывает. Это первое. Второе – это использование спутниковой информации, использование радарной информации, использование зондирования атмосферы. Внедряется очень новая система. У нас в этом году было внедрено 3 автоматизированные системы в Пинске, в Вацевичах и Барановичах. Естественно, они проходят сейчас доработку, они установлены. В будущем эти автоматизированные станции позволят не выходить работнику на улицу, то есть все данные будут собираться на экран, потом кодироваться эти будут определенным международным кодом и выдаваться каждые 3 часа. Праз 2 гады метеорологи запланавалі ізноў сабрацца на семінар, каб абмяняцца ўжо новымі напрацоўкамі.